Скоро 11. Здравствуйте. Что у вас случилось? Какие жалобы? Вот так каждый день горячая линия станции скорой помощи Казани разрывается от звонков. У каждого дозвонившегося экстренный случай с требованием безотлагательного вмешательства оперативной бригады медиков. За свои 30 лет работы фельдшер-диспетчер Лидия Дерякова с таким ажиотажем сталкивается впервые. Перегрузки, с которыми столкнулись на станции в Казани, несравнимы в этом году ни с чем. Насколько люди понимают вот сложная ситуация, что не каждому может приехать? Понять не хотят. Они вот вызывают, думают, что им плохо. В первую очередь к ним надо приезжать. Насколько стало сложнее работать? Ой, пандемия началась, вот сложности, да, появились. Очень много вызовов, не успеваем, звонят, ругаются. По словам диспетчеров, любое ОРЗ становится чрезвычайным происшествием. У страха, порожденного неизвестностью, глаза действительно велики. И у каждого, как известно, своя рубашка ближе к телу. Но можно найти оправдание для каждой с той и с этой стороны телефонного провода. Ведь не дай бог, если беда придет в твой дом и затронет твоих близких. Скорая помощь всегда на передовой в борьбе за жизнь и здоровье людей. Но именно сейчас им приходится делать этот сложный выбор, разбираться с каждым конкретным случаем, четко разграничивая свою возможность, так как она по объективным причинам просто не безгранична. Увеличилось количество вызовов с поводом высокой температуры. Вот такие вызовы в часы работы поликлиник мы передаем на обслуживание в поликлинике. Если раньше мы передавали таких вызовов за сутки от 60 до 100, то сейчас 300 и более вызовов за сутки мы передаем на обслуживание в поликлинике. По словам диспетчеров, если раньше на обработку одного звонка уходило меньше минуты, то с начала пандемии время только на переговоры увеличилось более чем в 2 раза. Нужно расспросить не только о симптомах, но и собрать данные об эпидемиологической ситуации в семье. Из более чем 1500 звонков, поступающих на линию скорой, ежесуточно 300 вызовов перенаправляются в колл-центры поликлиник. В общую очередь ожидания ответа. Все это занимает время. Все это время телефон горячей линии находится в режиме ожидания. Сейчас мы звоним, да, ну, как бы тоже выделили нам, но чаще всего это номера телефонов колл-центров поликлиник. То есть туда дозванивается и население, и мы. Вот 7-я, 6-я, 7-я больница, вот МКДЦ с этим, Достоевского, РКБ, первый филиал, вот. Это вот день получается... Ну вот это все в день мы. Раз 30. Это путевой листок одного водителя медицинской бригады. Каждое утро они заступают на службу в 8 часов утра. Смена заканчивается только через сутки, в 8 утра следующего дня. Более 30 выездов за 24 часа. То есть меньше часа на каждую заявку. Медики сегодня работают на пределе человеческих ресурсов. Бывает это мания такое. Бывает так, что вот слабость у меня, вот обоняние я потерял, вот температура. А приезжаешь, там так, ничего такого нет. Бывает только простое ОРЗ легкой степени или от сил средней степени тяжести. Ну, вот из-за этого накладывается... Да, очень много вызовов накладывается. Из этих больше половины не страшные вызова. Давление. Уже люди, которые много лет страдают давлением, они могут принять таблетки и никого не вызывать или вызвать участкового врача. Есть утвержденные правила работы оперативной бригады. Температура 38, насморк, головная боль, бессонница – это, увы, не 0,3. Это поликлиники. Скорая помощь не обязана выписывать справки, больничные листы и рецепты, расписывать терапию заболевания, лечить, применять препараты сверх установленных стандартами лечения, госпитализировать по просьбе или при заболеваниях, не требующих госпитализации, госпитализировать в нужную вам больницу, нести сумки с пожитками больного, просто послушать, снимать ЭКГ на всякий случай, осматривать заодно и других членов семьи. Показаниями для госпитализации является длительная лихорадка, наличие одышки, других признаков дыхательной недостаточности. Если все это отмечается у людей независимо от возраста, то необходимо госпитализировать в стационар.
По словам инфекционистов, в холодный период времени, как правило, наблюдается рост инфекций дыхательных путей. Это и ОРВИ, и внебольничная пневмония. Этот год также не стал исключением, но в этом году к респираторным сезонным заболеваниям присоединилась и коронавирусная инфекция. Есть группа людей, это, как говорят специалисты, примерно 2% населения, у которых коронавирус может протекать в особо тяжелой форме. Это люди, страдающие диабетом, проблемами в системе кровообращения и дыхательных путей. У 20% заразившихся заболевание может протекать в средней степени тяжести, у более 70% в легкой или даже в бессимптомной форме. Если заболевание протекает с небольшой температурой, так называемая субфебрильная температура, нет признаков одышки, если это молодой возраст и начальные сроки болезни, то, конечно, лечение можно осуществлять дома, тем более в большинстве случаев заболевание протекает в легкой форме. 80 бригад скорой помощи на миллионный город – это количество, которое было задано в благополучные времена, когда не было такой нужды и такого ажиотажа. В это сложное время, по мнению врачей, нужно понять одно важное правило. Да, они ориентируются во всех областях медицины. Да, они оснащены и могут оказать любую экстренную помощь. Да, они могут поставить диагноз при любой возникшей ситуации. Но скорая помощь – это помощь экстренная. В жизни, как известно, может случиться что угодно. Несчастные случаи, травмы, отравления, ДТП, инфаркты, инсульты – это их профиль. Скорая работает как непрерывный конвейер. И перед тем, как набрать 03, нужно подумать 100 раз, а правильно ли выбран адресат. Эльзира Юзаева и Андрей Мохов. 7 дней.